Она осталась просто ребенок, который непонятно кто он, откуда, чей это ребенок. Постепенно ты уже понял, что вот этот ребенок, который это не просто ребенок, о котором ты приходишь домой, ты думаешь об этом ребенке. Сказали, что если я не оставлю их в покое, они сообщат в полицию. Ну, все. Общение на этом закончилось. Я просто поняла, что она не нужна там. Может уже ползать на четвереньках, она может ползать на коленках. Бог, как ей удобно. Но это процесс кропотливый, длительный, и здесь не бывает мелочей. Бризи – это мой грех. Мы с американцами пытались списываться. Ошибка была моя в тупости. Мне тогда надо было идти в американское посольство. Я не знал, что американцев при таких случаях регистрируют насильно родителей. Но когда я понял, как обстоит дело, уже было поздно. Это моя ошибка. Сколько деток сейчас у вас? Сейчас 68 или 69. 7 з батьками, останні дітки. По суті, це узаконене рабство сьогодні в Україні, і це купівля-продаж самої дитини. Ми не можемо брати тільки аспект щасливої сім'ї, ми не можемо закривати очі на безліч інших питань і проблем, які виникають. Стосовно ембріонів, зрощування, стосовно виношування, стосовно захисту прав жінки, прав дитини. Я щаслива вдвоє. У мене 2 сина. І хочеться, щоб і вони були так само щасливі. Воно затягує, як казино. Понравилось разочок. І затягує. Девчонки боятся об этом рассказывать, там прячутся, боятся какого-то осуждения. Но я понимаю, что это все скорее у нас в голове. Я всегда хочу как-то эту систему сломать, изменить, повернуть. Я не чувствовала и не чувствую себя товаром никогда. Я человек. Я вправе распоряжаться своим телом, как я хочу. Мені, кажу, пам'ятник треба при житті поставити. От я їм так і кажу. Кажу, ви просто не бачили тих родителів, які ждуть по 20, по 15, по 30 років. Я можу, чого я не можу їм робити. We can't believe it. After 9 years of suffering and making a lot of treatments, taking time for frustration, we are extremely happy. Unbelievable connection. It's him.